Ну вот видите, вытяжка, где у нас расположена вытяжка, она расположена, где у нас вентиляция. Да. Вот вся вот в чем проблема у нас. Вот так. Закона общую вентиляцию, общую вентиляцию. Специалисты, зайдя на кухню к одной из семей, практически сразу выявили несоответствие с нормами безопасности. Ведь пожар легче предупредить, чем потом разбираться с его последствиями. А самое действенное в этом – профилактические беседы с населением. Рейд по пожарной безопасности проходит вместе с сотрудниками администрации Карбулака, МЧС и газовой службой. Вызов пожарной охраны. Може, номер телефона хой. А тут отъязя ее. А вы за газовичков хой. Вот, допустим, утечка газа у вас. А? 112. Все. Ну, 112 это самое правильное, они вас соединяют. Сотрудники МЧС раздают горожанам памятки о мерах пожарной безопасности, объясняют жителям, что делать и куда обращаться, чтобы обезопасить себя от чрезвычайных ситуаций. От угарного газа отравление. А угарный газ от чего происходит? Котел жлать еще? Котел жлать. Дымоходы же самосеваешь. Дымоходы же общие ищут. Жители улицы Асканова понимают, к чему может привести халатность в отношении к собственной безопасности. Многие стараются быть бдительными и следить за тем, чтобы в их квартире все было исправно. У меня и котел стоит, у меня и газовая плита. Правда, колонку мы убрали, потому что нет вытяжки. Мы поставили бойлер. А вот за все это время, пока вы здесь живете, у вас были проблемы с газом? У меня не было. А соблюдаете правила безопасности? Обязательно. И детей учим, и сами соблюдаем. Я живу в этом доме, лет 10 таких случаев не было. Вот сейчас это первый случай. И это надо внимательным быть к котлу, и к воде, и к газу. Я несколько раз ночью встаю, посмотреть, эта вода течет где-нибудь у меня. И потому что я чуть-чуть затопила один раз. У меня страх уже. И я вскакиваю и бегу, смотрю газ, смотрю воду. Внимательных, вот, граждане сами должны быть внимательными. Ошибки при установке газового оборудования, невнимательность взрослых или все сразу. Ежегодно количество бытовых пожаров в частных домах и квартирах увеличивается с началом отопительного сезона. Буквально на днях на этой же улице произошел несчастный случай, в результате которого пострадали 5 детей и мама. Ночью в многоквартирном доме из-за отсутствия тяги дымохода водонагревателя произошло отравление угарным газом. Во избежание таких случаев сотрудники МЧС просят быть бдительнее. Люди должны быть более ответственно к этому относиться. Котлы надо выводить, вытяжку надо выводить на улицу. Это одна из причин. Особенно, когда установлены у нас котлы, эти обогревательные устройства в ванной. Там форточка должна быть открыта. И это, по данным надзорного ведомства, не единственный случай за эту зиму. Под утро 27 февраля в сельском поселении Новый Редант из-за горящих конфорок варочной панели газовой плиты также 6 человек отравились угарным газом. Из них 5 дети. И такие профилактические рейды, как сегодняшние, будут проводиться по всей республике, чтобы жители не забывали. Их безопасность прежде всего в их руках. Около 20-30 домов обошли, объяснили, что нельзя шлангу соединения там. Оборудование, Каждый собственник жилья должен заключить договор на обслуживание газового оборудования. Это обязательное условие подачи газа, как целиком в многоквартирный дом, так и в каждую отдельную квартиру. Без договора ВДГО газ не может быть проведен. Заключается он на 3 года. И стоимость составляет 4000 рублей. Служба газовая, там мастер, кто там, слесарь, они полностью осматривают, где надо смазку делать, где надо установить утечку, и уходят они. И, например, хозяин там, он подписывает акт, выполненную работу, все делали, все нормально. Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать элементарные правила. Например, не пользоваться поврежденной электропроводной и неисправными электроприборами. Не оставлять включенными газовые и электрические приборы без присмотра и не допускать игр детей с огнем. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.